Все эти уникальные растения и насекомые собраны руками студентов-биологов Ингушского госуниверситета. Практика позволяет познакомить их с богатой флорой и фауной нашей республики. Многие из этих насекомых отнесены к очень редким видам. Собирают их с целью изучить и попытаться спасти популяцию от исчезновения. Практику проходят более 70 студентов первого, второго и третьего курсов и преподавательский состав. На базе общеобразовательной школы Мужичини почти месяц. Одно дело изучить теорию и совсем другое увидеть все вживую. День разделен на две части. Первая часть экскурсия, значит, выход в природу, так сказать, экскурсирование по конкретному биотопу, ознакомление с разнообразием видов животных, для ботаников видов растений этого биотопа, сбор материала. А вторая, не менее важная часть, это лабораторно-практические занятия. Поэтому у нас день делится на экскурсионный день, а послеобеденный – это лабораторно-практические занятия. Сегодня вторая часть работы. Весь материал собран, и будущим биологам предстоит его изучить более детально. Студенты третьего курса готовятся на практике к дипломной работе. Хава Микиева старается не упустить каждую деталь. Девушка изучает насекомых, которые обитают на равнинной части республики. Сравнительный анализ чешуекрылых Сунжинского и Джайрасского района. Вообще чешуекрылые или бабочки – это уникальная группа насекомых. В мире их насчитывает около 140 тысяч видов. Но в нашей республике около 250 видов. Например, представители семейства парусниковых – это подолирий и аполлон. Эти виды, они занесены в Красную книгу нашей республики, так как их численность уменьшается с каждым разом. Численность уменьшается за счет снижения растительно-кормовой базы. Каждый курс изучает свое направление. В основном это позвоночные и беспозвоночные. Студенты за время практики открыли для себя много совершенно незнакомых ранее растений и насекомых. Я занимаюсь колокольчиковыми, семейство колокольчиковое. На территории Республики Ингушетия известно 22 вида колокольчиковых, но мне удалось найти еще 4 новых вида, не изученных для нашей республики. Это колокольчик Дарьяльского, колокольчик Федорова, Воронова и Млечно-Цветковой. В процессе своей работы я узнаю, насколько уникальна наша Ингушетия и насколько богата она видовым составом. Сколько разнообразных видов встречается не только на равнинной части, не только в горах, но и в равнинной части. Практика – это особенная часть подготовки будущего профессионала. Все эти годы студенты и преподаватели изучали горную часть республики. В этом году маршрут переместился на равнину. Долгое время мы изучали горную часть, и это с самого начала образования факультета. Очень много собрано материала, достаточно изучены эти, так сказать, горные экосистемы. Сейчас руководство университета сориентировало нас на изучение равнинной части, поскольку равнинная часть, она как бы находится в большей степени нагрузки, там большая часть населения, больше антропогенное воздействие и, соответственно, результаты антропогенного воздействия на состояние животного мира, состояние растительного мира. Особая работа проходит по изучению растения. Материал, собранный именно здесь на практике, становится материалом для Красной книги Ингушетии. Хочется отметить, что у нас есть очень приятные новости. Мы в 2001 году собирали колокольчик род колокольчик. Ну, сейчас он переведен в секцию колокольчика, так это был отдельный род димфиандра. Это уникальный новый вид для науки. Мы тогда передавали материал БИН с оформлением этого колокольчика. Впоследствии связались с коллектором, непосредственно кто занимается именно колокольчиком. И этот вид, он действительно утвержден как новый вид для науки. То есть в мировой флоре вид подобный по многим признакам, причем объединяющий очень многие признаки, обитающие, вот в этом году мы обнаружили его в совершенно новых условиях. Практика студентов подходит к концу. Всем биологам предстоит подготовить свои научные работы и защитить их. Каждый из них вносит свой вклад в изучение нашей богатой природы. Рина Цычоева, Жамалил Султыгов, Новости 24.